видишь ли, я мусульманин. Я же не говорю, что ты похож на кого-то, правильно? Вот. Поэтому, видишь, тебя это как задело. Бывает. Вот ты пойми тоже, когда ты говоришь, каково это бывает людям. В Палестине сегодня утром были черти, что... Да, в Палестине не самая лучшая ситуация сейчас, но будем надеяться по воле Всевышнего Аллаха, что все урегулируется. Ближневосточный конфликт – это очень долгий исторический процесс, ни больше, ни меньше. Но меня никогда не звали Мансур, и я под этим ником никогда не выступал. Насколько я знаю, я всегда был, есть и остаюсь Башламом. И насколько это известно всем людям, кто со мной знаком, поэтому думаю, что это неуместно. И сейчас два брата сразу задонатили. Дерес хил да сиду элшу, ох беш мархибата, дала саду элашьяйтен долдоната. Так вот, у нас по тематике, я так понял, у него была встреча с Булгучевым Шамилем. Они обсуждали разные вопросы, но так как с самого начала вскользь я услышал. Я не говорил тебе креститься. Я сказал, что есть пословица: если кажется, надо креститься. Это был ответный юмор на твою шутку. Какая шутка была у тебя, такой же ответ был у тебя. Такая же шутка. Поэтому я никогда в жизни никому не предлагал креститься. Но, однако, если человек пошутил, я обратно, как говорится, ответил, шутя. Вот. И будем надеяться так на лучшее. Ва алейкум салам. Ну что же, мои дорогие друзья, есть сегодня для меня месяц Рамадан. Есть хорошие, как говорится, две новости сегодня на ифтар. Сейчас скажу, как будет правильно это. На ифтар дистанционно. Хадау пошлам. Домой. Домой, шнырь. Домой. Хочу наши дом дать совоч эфира. Вот. Сегодня дистанционно, как сказать, так одна сестра меня пригласила на ифтар. Аллах да саавелцины. Такое тоже возможно, живя, как говорится, в Европе. И второе, один брат из Франции, кажется, отправил своему брату аппарат по... Я понял. Отправил аппарат по приготовлению экспрессо, капучино, такой подарок. Так что, Маршу, я немножко тебя уже догоняю. Да, дистанционно она меня угостила ифтаром. Это тоже возможно. Дейлда Сарана Аллах, что она вот сделала такое доброе дело. Огромное спасибо моей сестре. Так что, Маршу, я тебя уже немножко догоняю. Подарок, кофейный аппарат для капучино. Поэтому, да, хорошо, уральский я послушаю обязательно. Поэтому две такие хорошие новости, с которыми я хотел поделиться. В принципе, никаких
Сегодня все делают дистанционно, виртуально. Дистанционно, я вам объясню, человек сам находится за границей, но он, короче, решил сделать чисто от себя, пригласить меня на ифтар и, так сказать, мясо, да и шашлык такой мощный, стейк мощный, алышт. Ну, чтобы не было голословно, давайте я вам покажу. Вот такой подарок от нашего брата. Ах ты ж. Вот такой аппарат. Прямиком из Франции. Вот такой аппарат. И здесь, конечно же, есть специальные контейнеры, которые, короче, с любовью из Франции, по-братски, экспрессо, реально такие контейнеры, вот такие четкие, так что теперь эфиры можно делать четко, мощно. Так, готовишь кофе, натуральная, сестра из Норвегии, натуральный кофе, здесь экспрессо. Теперь, короче говоря, с кофе вообще никаких проблем нету. Вот такие вот хорошие новости сегодня поступили, так сказать, прямо перед праздником. Вот такой вот пакет братан передал из Франции. Короче, ДРС Хилл, так что будем учиться готовить. Как говорится, обмывать. Обмывать будем, конечно, по проблеме. Мархебот дабалетена. Любой, кто придет ко мне, пока есть контейнеры, мы, как говорится, будем пить четкое кофе ДРС Хелл из Франции. Ну, что бы мне ни подарили, я всегда рад поделиться с вами, как говорится, тем, что есть у меня, есть и у вас, уважаемые мои братья и сестры. Поэтому так, миру кузаха, свободе, дзудзуки. Ты мне конфеты должна, на Марфаш, и ничего не должна. Дзурдзуки. Ты написал, кто выйдет со мной 1 на 1. Я тебе запрос отправил. Так что, Антигон, Цабиги. Он долгом хасает вошла удочка Сахай. Руслан Салманович Сахача. Удочка еще не дошла. В пути. Как говорится. А что звук некачественный стал? Не знаю. Звук у меня есть. Достаточно хорошее качество. Вроде бы зарядка тоже есть. Пока еще держится. Но мы надеемся на лучшее. Как говорится. А остальное... Этот месяц, как ни странно, стал очень активным на прямые эфиры для всех. Прямо как будто все только и ждали встречи Давудова и Серяжди.
Поэтому все, иншаллах, хорошо. Нет, минуту назад был качественный. Возле солнца у меня звук на все добавлены. И Салазик попросил, что больше так не делал. Микрофон ец. Я не знаю, братья. Я вроде бы, у меня все нормально показывает. Запросы я направляю. Кто хочет пообщаться, показывая свое лицо, я не против. Какая встреча новая? Нет, была встреча с Даудовым после этого, Серяжде и Даудова. Это дискуссия, 4-5-часовая дискуссия. После этого кто-то стал делать эфиры, кто-то начал свои различные политические высказывания. Ну, наверное, оно к лучшему, если люди стремятся к единству. Кстати, странно очень получается. Вроде бы 3 года призываем, говорим, показывайте лицо. Как говорится, общайтесь, спрашивайте друг друга. Мы никому ничего не запрещаем. Главное, чтобы вели себя в рамках культурного диалога. Ни абсолютно разницы никакой нету. Главное, чтобы все... Главное, чтобы все, каждый могли высказаться. Поэтому я не против дискуссии. Вы знаете, в любое время отправляйте запрос, показывайте лицо и давайте обсудим различные вопросы, касаемые истории, касаемые географии, традиции, этнографии. Разницы никакой нет. Снова же, мы не ставим перед собой цель кого-то унизить, оскорбить. Мы просто собираемся в рамках открытой дискуссии говорить. Я, конечно, могу взять там просто книгу, зачитывать и говорить, там, вырезать какие-то местечковые речи и оскорблять кого-то там, как это любят делать некоторые. Но мне, конечно же, это немножко непонятно. Точно так же мне непонятно и интересно было, когда сегодня на встрече, то есть разговор Азамата с Шамилем, был некий чувак, который был написано Хан Аварский, и он писал на чеченском языке, чтобы его приняли, и там начал писать. Это очень много интересного, конечно. Ты знаешь, что спрос будет рано или поздно. Да, я, свободенца. Я тебя позвал домой. Давай. Кто один на один, мунядин болсун, и базарите. Я его в прямой эфир вызвал, а он как настоящий хачаил слился просто-напросто. Что за базар? Какой спрос? Что ты спросишь вообще? Если ты не мужчина, если ты боишься показывать свое лицо, какой спрос может быть? Поэтому до свидания. Нам каждой балаболке обращать внимание. Я уже 3 года столько повидал всех. Хизир, Центеровский Хизир, как ты идешь? Нормально. Ну ничего, старая гвардия потихоньку. Нет, Зурзуки уже нету здесь. Так, мечтаю, хаиш, мечтаю, табях, мобилаш, ишталан, брат Ченхуа. Ну, потихоньку люди уже переходят со скрытого, мы его не видим. Но он и уже никто не видит, как норницы нашли эту страницу. Хотя я предупредил, кто не любит ногчи или не хочет общаться, лучше не подписывайтесь, сказал. В принципе, искателей какого-то затруднения у нас нету, мы открыты снова же, мы готовы говорить со всеми. Главное, даже если он норнеец, пускай покажет свое личико. Гюльчатай, который прячет свое личико, оно неинтересно мне, потому что за гранью, в темном, как говорится, комнате разговаривать с человеком, который боится показывать своего лица, я думаю, не стоит ему
Я могу понять, если это девушка, я могу понять этого, если это женщина. Но мужчина, в принципе, чего бояться? А если ты боишься своих слов, то зачем зря даже заходить сюда? Я вот так считаю, это мое личное мнение. Я имею в виду тех, кто хочет выйти в прямой эфир. Хачевали, Вестхайгу и все. Ахмад Супьянов, Аллах дал Сейду Алла, братик. Ассаламу алейкум, Изри Башлам. Есть инфа про Тайп Нихлай? Аслан, я тебе уже говорил. Ахмад дал Сайил, Хаданах дал Духу Ахваль. Аслан дал Сейду Алла. Ахмад дал Сейду Алла. Аслан, Нихлай цен нохчи Тайп до. Цаши Куя, можешь посмотреть по ДНК проекту. А то относится к шатоевскому кластеру. Поэтому тот, кто тебе говорит, что Нихлай, Варандуай, Хаккуай относится к кому-то другому, этот человек может идти юзом. Конечно же, Нихлай Цена Нахшибу. Ты можешь посмотреть там топонимию Сулейманова, он там тоже рассказывает. Ну да, я, правда, немножко не согласен, почему он говорит, что Нихлай это именно название Нихалбога, там, что они готовили такую своеобразную медовуху, то есть это напиток, они готовили якобы такие веселительные напитки, вот, и их назвали Нихлай. С этим я не согласен, а так, в принципе, Нихлай, цен нахшибу, хасагетта, юш переживать-то, юш умдарцон, ДНК проект тоже можешь проверить. Цыга хасагетта и ца переживать-то и умадачон. Нихлай бу, чинхлай бу. Это два тейпа. Если ты говоришь родственный, вполне может быть поэтому. Что касается приписывания, то есть можешь не переживать за это, потому что уже половина республики точно так же, как говорится, уже пол республики приписали, кому только не приписали это все. Вот. Так, что-то вы притихли. Где мечау, Семаз мечау, где Семаз везерсон, Семаз, чуауй эфиряуй Семаз. Хотел спросить насчет где этого ребенка, который пропал, может быть, вы многие знаете, уже второй или третий день в Хасавюрте пропал ребенок 3-летний. Поэтому делайте дуа, его ищут, пока, насколько я знаю, его не нашли. Обращались до Алтяхкой Уэлл. Надеюсь, что в ближайшее время найдут этого ребенка. Бог банам бой балдыгдич. Разнесан. Кертар Бейрдар и вообще Бейрдар диктац. Не знаю, Тигр Львович, ты молчишь. Вот. Один брат задонатил же, видишь как. А ты молчишь. Тишина. Ас'ала. Вот поэтому, да, мукшмяш саязел аз. Амин. Амин везендейр. Курбан выложил ролик из Алякса. Алякса зажгли. Не понял, из Алякса зажгли был Гудуа, чечениш. В смысле зажгли? Аллах мяшседер сдойлебер. Амин везендейр. Охундейр. Но это вот последние эти дни, прямо перед праздником, это, конечно же, немножко мечеть. Ибраим Машуил. Ибраим Омцавол эфире. Зажгли или подожгли. И разница. Амин. Да, там уже прогнали их, как они могли сажать. Пожар уже потушили. Ибраим, походу, до тебя чуть с опозданием дошла информация. Аллах
убьем больше битурбац, да, да. Да, странные какие-то вещи, конечно. Я не могу понять нарнийские упыри на моем канале, где я обычно печатаю и выкладываю свои посты. Я выложил посты про свастику, символику, семиотику. Ну, нарнийцы с жалобами обратились, и Инстаграм мне прислало письмо, что якобы оно нарушает правила. Очень странное, конечно, письмо на обжалование отправил. Я, конечно, немножко не понимаю, что тут такого. Во-первых, это символика, которая несколько тысяч лет. Во-вторых, ничего там, даже фашизм, слово фашизм я не употреблял. Наоборот, таки указывал, что это свастика и в Древней Греции, и в других местах, конечно же. Честно сказать, для меня это немножко непонятно. То есть, если сегодня Инстаграм считает, что это нарушение политики компании Инстаграм, я, конечно, немножко в шоке. Если исторические какие-то данные выкладывать, это, конечно же, немножко непонятно. 20 тысяч квадратных километров, 116 тысяч 100 квадратных километров, байт 77, я не понял, к чему это. Вот так вот как-то. Да, за вчерашние прямые эфиры думаю, что, чтобы вы знали, где-то 400 человек зашло за вчерашние прямые эфиры. Что касается Иерусалима, я думаю, что есть там политическая элита, вокруг все арабские страны, которые ведут бизнес с Израилем, они должны договариваться, они должны решать. Ночью еще любой шанс, нельзя это делать, как говорится, с горячей головы, как говорится, такие действия. Поэтому Stranger, такие вот дела. Поэтому, конечно же, я категорически против, чтобы ночи шли куда-то опять больше всех нам досталось, и мы будем опять же крайними. Цыга. Там есть арабы, там есть местные жители, они должны решать этот вопрос. Если вопрос касается всей уммы, это одно дело. Но в данной ситуации это большая политика. Мы не знаем всей полноты картины. Алейкум салам. Я не рекомендую никуда вообще нашим братьям в ближайшие 100 лет идти на какие-то военные конфликты или встревать. Нам бы как можно больше бойца, болбеш, диводиш, диш. Вот что нам нужно. Ну, говорю, Антигон, если царь дохнешь дешкаль, что, вайт он бы без ищет слух, ахадисра. Вай царь дохнешь дирду, вайт он бирбу. Вай дохнешь деш царь он байти вайт сулли. Вай дох дирду, иншаллах. Дох дар цул дез хума дац и вай даки ишлук. Вай дох дирду царь байхинст вам. Гуттар масар дохнешь деш, вайт он беш, вай халак куль шунду тиши. Где логика? Я хочу понять это. Я не знаю, конечно, мы иногда порой такие призывы, такие разговоры, к чему это все? Для чего это все делается? Мошландер, Цабиза, Асвойг и Бема Цабо. Асвойг Цаба ваша, вообще бахонизм.
Поэтому задумайтесь сами, нужно это или нет. Аспа, мы же можем делать дуа. Ой, между что дука, ой, дуа не штейду, ой, лама штейду, церквинс на этот раз. Тажималц, пускай они... Так. Получается, мы умираем, они будут набирать в поисковик женщинков. Да, всех, кого не находишь, особенно Магриб, Египет, Алжир, через Facebook ищут, хотят жениться на чеченках, первый салам, я абусулгуй, оле, и начинаются вот эти разговоры. Аж как будто бы вой ночи чуа безудри больше. В мире 7 миллиардов человек, они ищут жену именно в Чечне. Швейцария, Аллах без, там несколько миллионов в Пакистане, в Индонезии, везде есть, пускай женится. Но в Чучубу он целях сказуды, алуметик больше. Поэтому... Уральский, я о том же говорю. وينش خز بلاح ناخد دبل كاش بيش ما باسوش ورزار خز بو دبل كاش بين باسوش يختصون دير قيواش باسوش. У него в Инстаграме последняя публикация, у него реклама какой-то пиццы. Будь все серьезно, он бы выложил свой Инстаграм. В Ютубе видел видео, думаю, это тоже дезинфа. Только не про межнациональные браки, только не про это так. Никто про это не говорит. Как говорится, каждому свое. Каждому свое. За три... Так. Так. Как говорится, конечно, очень непонятная ситуация среди 200-миллионной нации. Очень сложно понять этих людей. Готовы кто угодно, кого угодно натравить, но сами воевать никто не хочет. Я думаю, что нам вестись на поводу этих людей не стоит. Странно. Адвокат прокурора и других местах все прямо норовят, хотят зайти в эфир и пообщаться. Но когда здесь говоришь, приглашаешь и говоришь, хачудую, расскажите, что вы считаете, что хуалхиет, тишина. А обсуждать все, что угодно готовы, только вы. Не что-либо нужное. Ва алейкум салам, сектор. Я слышал, что даже пророк Салмаса поощрял уроки одной нации за различие менталитетов. Да, мы об этом говорили. Мы об этом говорили. Есть такое дело. Любой человек, который готов показать свое лицо, может отправить запрос. Никаких проблем нету. Маршал Вале и Тигр Вале и Антигон Вале и Ишкуя и Ца Вале, мне без разницы.
Руслан Салман. Да, и никто не говорит, что нормально. Вот саму Мацабахе. С ауха цаавацох, что эфиривал насчет этого ребенка поговорить, узнать, что к чему мудр и шадик, мухила, мечахила, мацхила, шадик более подробно, чтобы рассказал об этом. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху, Саусбек. Я видел его комментарий в эфир. Комментарий в эфир нормально был, что Дош улехал цадела. Борзу. Без разницы. Мне просто человек, который более имеет достоверную информацию, кто может более подробно рассказать. Айла Мойзерса, Айлен более достоверная информация хочет дать тебе. Нам надо более достоверно, чтобы вчера у него Башлам Фудухуза. Соусбек, саунд, альхамдулилlah, все так же, все тихо, пока ничего. Как говорится, разные батлы в интернет-пространстве наблюдаем, пытаются поговорить, говорить о маслаате. Некоторые пытаются. Некоторые нарнийские ублюдки, незаконнорожденные, также пытаются с пустыми аватарками оскорблять. Ну, все как всегда, не имея ни мужества, ни чести, оскорблять человека с пустой аватарки не так уж и просто. Так, загляни в директ, как получится. Так, получится. Сейчас посмотрим в директе, что тут. Директ посмотрел. Вроде бы ничего нет в директе. Не вижу, по крайней мере, сегодня. Хотя качан. Вообще, конечно же. Конечно же, конечно же. Все понял я. Ну вот я смотрю, в месяц Рамадан. Да, для кого-то это просто очередной месяц. Так понятно по постам. Так, окей, хорошо. Продолжаем дальше. Да, на ровном месте за описанием древних свастик взяли. Так. Так. Хорошо, коротко, какой-то встреч Даудова с рождением еще одного они признали своим. Итог очень простой, такой же, как и Зарабовым, Муса Зарабов. Я думаю, что все было и так понятно. Закончилось тем, что полный разгром по документам. Я не думаю, что они были даже готовы к этому. Многие документы, конечно, они и вовсе не видели. И мы видели это по видео, когда они говорили. Короче, я так понял, они за кипиш, но реально за что кипиш, они так и не поняли.
И в любом случае с любым человеком поговорить, решить этот вопрос Мухаммад был готов. Ну, на следующий день появились высказывания каких-то совет Таипов, там еще кого-то, потом третий подхватил, какой-то адвокат подключился, потом этот, короче, какую-то хурду устроили. Впоследствии я увидел запись непосредственно этого Даудова Мухаммада. И, как говорится, все закончилось, как говорится, так и не начавшись. Непонятное высказывание. Я говорю, сейчас реально непонятно, что вообще происходит из-за... С нашей стороны-то понятно, тут появились люди, там, какие-то кровные месть, там, сколько искал я эту речь, где говорится о кровной мести. Вообще ни слова не слышал, ничего подобного. Какая кровная месть, о чем вообще речь? Потом другой чувак подключился, кто-то ему звонил, доказательств никаких нету. Потом он говорит, что как-то там года 2-3 написал тому назад в Фейсбуке комментарии, что это он как-то на нервной почве и так далее и тому подобное. Ну, взрослый человек, какая бы нервная почва ни была бы, честно сказать, тем более под своим официальным аккаунтом садиться, оскорблять народ, я без понятия. Точно так же я не понимаю, когда они начинают, вот сейчас я видел у Азамата в эфире, видел, что там снизу начали писать и говорят, пускай они свои книги, пускай они свои книги. И если я не ошибаюсь, я прошу минуточку подождать. Подождите сейчас. Так. Смотрите, книга, которая вышла Абадиева, они говорили, она там якобы была написана в ответ. Сейчас, минутку. Смотрите, как делается все элементарно, как разоблачается ложь. Они говорят, что книга Абадиева, которая была и обсуждается, и подана на нее в прокуратуру, написана якобы в ответ вот этой книги. Вот эта книга «В поисках национальной идентичности». Открываем страницу. Первая. Вторая страница. Написано «В поисках национальной идентичности». Грозный, ФГУП, ИПК, Грозненский рабочий, 2012 год. Вот, кому, чтобы было понятно. 2012 год. Книга. Вот эта книга. И многие их общественники и все говорят, что вот эта книга, против нее якобы написал книгу Эздел, которая не касается вообще, они говорят, чеченского народа, и что якобы она была там написана против чеченцев и по чеченским. Но снова же, вот эта книга как раз таки была наоборот таки сделана против той книги. И здесь, на этой книге, ответы на книги Эздел, Земная вечность и так далее и тому подобное. Здесь написано конкретно проблема пригорода, провокационная деятельность некоторых ингушских лидеров, разгул дилетантизма, история по-кадзоевски, о чистоте крови, об Эздел. Здесь есть графа 292 страница. То есть 292 страница, чтобы вы понимали,
Вот эта книга как раз-таки против, наоборот, книги Абадиева. А сейчас я это уже и показывал много раз, кому, чтобы было интересно. Я хочу сказать, если вот эта книга Абадиева, якобы Идриса, была написана 2000 там, вы уже говорите, что она была написана в ответ. То есть она должна быть 2013, 2014, 2015. Вот смотрите, за последние там 10-20 лет должна была быть написана. У меня вопрос. Эти всем любителям, которые всегда говорят, что она была написана не про чеченцев, а про конкретно против этой книги. У меня вопрос. Книга. Видите? Происхождение чеченского народа. Автор. Идрис Абадиев. Видите? Год. Назрань. 2004 год. Книгу видно? Сверху центр социальных исследований. 2004 год. В Чечне идет война. Чечня, как таковое, только начинает принимать конституцию, то есть и так далее и тому подобное. Это книга Идриса Абадиева. И называется эта книга «Происхождение чеченского народа». И пишет ее Идрис Абадиев совместно с Центром исследований. Назрань, 2004 год. Вопрос. Зачем писать Идрису Абадиеву книгу, когда в Чечне идет война, когда чеченский народ на грани вымирания, и здесь идет дальше этноним с первой, вот просто начиная с первой страницы, вот сразу, этноним Нохчи до монгольских походов в источниках не упоминается. Точка. Этноним Нахчиматяни, приводимый армянской географией 7 века, к этнониму Нохчи, как самоназванию чеченцев, не имеет никакого отношения. Слово Нахчиматяне происходит от слова Нах, народ. От Нах происходит Нахче, страна народа, Эздела. Слово Мата в древних языках означает страна, край, племя. Сравнением ингушский Моттиг, место, Мат, язык. Нахчиматяне это, послушайте меня, это 2004 год. Нахчиматяне это древний ингушский этноним, имеющий отношение к племени кабанской культуры, тождественный древним античным и грузинским этнонимам Малх, Кавкасионы и Дзурдзуки. Этноним же Нохчи, как самоназвание чеченцев, возник намного позднее, о чем речь идет позже. Это 2004 год. Уважаемые нарнийцы и все любители, которые утверждали, что эта книга написана взамен в поисках национальной идентичности. И это я прочитал только первые несколько строк. Наверное, то, что пишут многие чеченские исследователи, будто бы ингуши являются тукумом, то есть племенем, соблюдатель эздел очень трудно. И его нельзя прививать взрослому человеку, он должен быть в крови. В духе эздела ребенка нужно воспитывать с самого рождения. Эздел должен впитывать в кровь младенца с молоком матери. Отойти от эздела, не соблюдать его, оставить его легко. Но человеку или народу, у которого не было эздела, невозможно приобрести его, научиться эзделу. Поэтому мы говорим, что не ингуши произошли от чеченцев, а чеченцы это те ингуши, которые смешались с другими народами, не соблюдающими эздел. Как доказательство происхождения ингушей от чеченцев, из книги в книгу чеченских авторов переходит положение о том, что ингушские фамилии Ахриевы, Ляновой из Фортого происходят из чеченского рода Дышни.
Но по заявлению самих дышнинцев, дышни сами являются выходцами из Ингушетии. То есть дышни оказались тоже ингушами. Являются выходцами из Ингушетии. Они всегда заявляли и заявляют, что по происхождению являются Жарыхвай, джайраховцы, Ляновы, Ахриевы и Дышни имеют общее происхождение. Но предки Ахриевых, Ляновых никогда не жили в Чечне, и они никак не могли оттуда прийти в Ингушетию. Ниже мы приводим генеалогию Боровых, Ляновых, имеющих общее происхождение с Ахриевым. И эта книга написана, это там дальше больше. Тут Джейрах, Лорс, откуда, то есть Дышни, как, я не знал там, переселение. Но вот я хочу более интересный еще один, но многие считают, что нас больше. Вот. Дышни тоже ингуши, да. Многие считают, Бах, что раз чеченцев больше, они не могли произойти от ингушей. В мире много примеров, когда новый народ быстро набирал численность. К примеру, среди тюркских народов турецкий народ самый молодой. Он же самый смешанный и наиболее крупный по численности населения, более 40 миллионов. Интересно, откуда были взяты эти информации, я сам в шоке. Среди славянских народов наиболее многочисленным и в то же время самым молодым и самым смешанным является русский народ. Среди народов, говорящих на германских языках, сейчас самое интересное, подождите, на германских языках так, сейчас. Самым молодым образовался там. Так, сейчас. На германских языках, Бах, самым молодым образовался лет 200-300 назад. Является народом американцев США. Он же наиболее многочисленный и наиболее смешанный. Так же, как и также наиболее молодой. Также наиболее молодым, смешанным и наиболее крупным среди наших народов является чеченский народ. Ассаламу алейкум. Ночи. Вас сравнивать с Америкой, это уже результат, это уже хорошо. Так. Дальше. Чеченский язык, слушайте, чтобы вы знали, особенно мои подписчики, которые в Ютубе смотрят нас и которые здесь слушают. Дальше интересно. Чеченский язык под влиянием других языков сильно изменился. Чеченский язык какой-то ласкательный. Когда чеченец что-то говорит, кажется, что он просит с чем-то. Нохчи меттала дамел олар хястлуш дехарш деш санна олшда. Масалла галгаша вале давале укузар. Оле нохчиш давалах кузар. Ол галгаш хавале. Оле нохчиш хавалах. Ол хыз оза адихар деш санна хулца. Гылгы меттала ачайха олар нохчи меттала дихардяш ола диза. Отношение ингушей к гостю, тестю и теще несравнимо с подобными отношениями у других народов, в том числе народов Кавказа. Для всех гость, как будто человек просто зашедший к ним. И это говорит просто для всех гость. То есть больше, чем грузинов гостеприимство, чеченцев гостеприимство. У всех оно говорит, он утверждает, что это фигня. Дальше слушайте.
других, в том числе народов Кавказа. То есть все народы это просто отдыхают, а вот Идрис утверждает. Для всех гость как будто человек, просто зашедший к ним. Для ингушей же гость священен. В отличие от других народов, у ингушей, какая бы бедная семья ни была, всегда неприкосновенно стоит комната для гостей. Кровать, постельные принадлежности, специально для гостей, который может в любое время прийти, всегда держит запас еды. Любой человек может прийти в любой дом и будет принят как самый дорогой человек. У других народов человек не чувствует себя в гостях. Он может быть на правах члена семьи не больше. Представитель другого народа может сесть перед тещей или тестем. Ингуш никогда не появится перед ними. Если даже он появится, ни за что не сядет перед тестем или тещей. Почитание отца с матерью у других народов нельзя сравнить с почитанием родителей у ингушей. Кто не соблюдает эти три вещи, те не могут соблюдать другие нормы Эздила. Мне вот очень интересно. Вроде бы книга написана и называется «Происхождение чеченского народа». Вот. «Происхождение чеченского народа» книга называется. А рассказывают вовсе-то не о чеченцах. То есть сравнительный анализ тут больше идет восхваление, возвышение. Дальше. Черным, выделенным, жирным шрифтом после этого пишется. Все это показывает, что чеченцы отделились от ингушей. Точка. То, что чеченский язык имеет определенное сходство с ингушским языком, говорит о том, что отделение чеченцев от ингушей произошло не столь далеком прошлом. То есть это мы в 17 веке отсоединились от ингушей. Взяли и отсоединились. Странное, конечно, то есть больше отсоединилось от меньшего. Это очень интересно. Я специально зачитываю вам, чтобы вы сравнили и сделали, как говорится, выводы. Книга вроде бы 2004 года. Эту книгу в библиотеке городе Тверь, то есть в России, нашел один из наших братьев и оттуда привез мне ее. Чтобы вы понимали, книга 2004 года. Никакая книга в поисках национальной идентичности вышла через 8 лет. Через 8 лет после этой брошюры, после этой монографии. Известный исследователь истории ингушского народа, опять же, почему-то ингушского народа, пишется про происхождение чеченцев, книга называется, тут обсуждается не чеченская история, дальше. Исследователь там Гарипекин писал, что ингуши не есть отдельная ветвь чеченцев, а чеченцы есть разросшаяся ветвь ингушского корня, и потому чеченцев следует называть не чеченцами, а тоже ингушами, так как название чеченцев заимствовано от другого народа. Слушайте, в скобках, Ногайскую степь ингуши называли Ногайче. Ногайче, Ногче, от которой происходит этноним Ногчи. Это он указывает здесь, что это указывает лично сам автор. Вот здесь. Чтобы вы понимали. То есть это 6-я страница, где человек тупой по определению своего образования вот так вот пишет такие вещи. Так что, когда обсуждает эту книгу и кто-то пытается защищать его, это Идрис Абадиев. Книга написана, он здесь написано, Идрис Абадиев,
на главной странице. Вот. У нас осталось 2 минуты. Я сейчас перезагружу. Кому интересно, заходите на вторую часть, и мы продолжим дальше разговор. Я перезагружу. Здесь просто только час, и отключается эфир. Так что заходите, кому интересно. Собор делаешь. Боаз Айл Зандакский, царем Соборде. Я закончу по книге, чтобы было понятно. Я просто-напросто чуть подожду, пока зайдут все. Ну, кто все, кто еще смотрит, кому интересно. Да, и поступил донат через PayPal от нашего брата из Германии. Оша Далса Ойл, Далдухуа Хуэл. Самурай GH. Уже подали на него в прокуратуру давно уже. Я вообще сегодня показываю, когда люди пытаются утвердить или утверждать, что якобы эта книга написана по авторству с чеченцами, с чеченских источников. Какие чеченские источники такие вещи доказывали? Вот первый вопрос. Во-вторых, никогда в жизни и не может быть. Чтобы понимали. Смотрите, вопрос. Дальше, сзади написано. Кто автор сей пьесы? Идрис Устарханович Абадиев. Происхождение чеченского народа. Редактор Нурдин Кадзоев. Сдано в набор 28.07. Стрэнджер и Пасючек Танданач Эсгю Саши Костагби Ватсиайтнак Хоца Уксар. Сдано в набор 28.07.2004 года. Подписано в печать 01.07.2004 года. 1000 экземпляров. 1000 экземпляров. Приготовлено к печати, отпечатано ООО «Пилигрим», индекс 386-102, Республика Ингушетия, улица Чеченская, дом номер 5. Редактор Нурдин Кадзоев. Вот вы можете посмотреть. Здесь, честно сказать, если мы говорим об сейчас
И я вам, чтобы полностью не зачитывать, как я понемножку буду вам давать небольшие ремарки. Среди чеченцев, это уже последняя страница, я просто в конец перешел. У человека после всех вот этих того, что он там рассказывает, там столько всего, это просто, мама, не горюй. Среди чеченцев представитель любого народа может стать их князем. То есть князем. Как и у остальных народов. Они не спрашивают о корне, о месте происхождения, о предках, о тейпе. Вообще легко стать чеченцем. Стоит только поселиться среди них и заявить, что ты чеченец. В таком случае, как могли ингуши произойти от чеченцев, народа без корня, происшедшего при смешении представителей разных кавказских народов, черкесов, кумыков, аварцев, казаков, андийцев, нагайцев и других. В наших горах нет такого места, где когда-либо жили чеченцы. Многие родовые названия, топонимы повторяются в Ингушетии и Чечне. В Ингушетии есть населенные пункты Гуй, Бейни, Пхарте, Шуани, Тоузенюрт, Даттых и другие. В Чечне введено и в Шатое живут гуной. Также в Чечне известные рода Биной, Пархой, Шуаной. Есть населенные пункты Тоузен, Даттах и так далее. Эти названия в Чечне принесены переселенцами, выходцами из вышеуказанных селений в Ингушетии. Чеченцы знают, что они Чеченцы знают, что они выходцы из Ингушетии. Они обращаются к нашим горам, к нашей культуре. В фильмах часто показывают, в книгах пишут, что все это принадлежит чеченскому народу, так как, понимая, что без наших гор, то есть горы, которые в Чечне в 10 раз больше гор, чем у этого чувака, который описывает, но все равно это не важно. Понимаю, что без наших гор, нашей культуры у них нет корня. Чеченские авторы свои книги в основном иллюстрируют фотографии и рисуют ингушские башен и храмов, склепов и мавзолеев. Да, есть такой грешок. Некоторые неграмотные люди так делали раньше. Сейчас это уже давно нету. Чеченские ученые пытаются замолчать ингушскую историю, культуру, искусство. Чеченский народ существует только потому, что существует ингушский народ. Разложиться и исчезнуть чеченскому народу не дает существующий ряд рядом существование рядом ингушского народа, который на протяжении последних нескольких веков морально, этически и людской массой подпитывает чеченский народ. Тем чеченским деятелям, кто постоянно пытается решить свои проблемы за счет ингушского народа, хочется сказать: не рубите сук, на котором сидите. В настоящее время многие чеченцы ингушского происхождения вновь пытаются вернуться в Ингушетию и добиваются признания их ингушами. Но это возможно лишь после того, как они будут выполнять в полном объеме требований ингушского эсдела, научиться жить по эсделу. Честно сказать, вот такие вот авторы. Конечно, вы знаете, это
Это, конечно же, очень интересно. Это очень смешно. Это очень, как вам сказать, ну даже не знаю, как это сказать. А, И это, валикум салам, и это написано в 2004 году. 2004 год, уважаемые братья и сестры. Честно вам скажу, чтобы в это время кто-то переходил, хотел перейти, не перейти, там, и так далее, и тому подобное, такого не видел. Возможно, может и были, но не видел я такого. Но 2004 года вот эта книга существует. Assalamu alaikum. Алейкум салам ва рахматуллах. Vill vi alltså se bara det att han inte tar så så att det så där kanske kinski. Och Ну, det ska bara så box. да, альхамдулillah, ديل غية تمثال دينه مقشو Alhamdulillah. أعود في بواو بيشو. Det är då så tahom utachit där Герепикин, Ватсу приводит что а школа история хлопа, массе Да, Гарри Пекин, да. да, и на пост историк, короче, еще при Советском Союзе дуйзе, Мгм. тачо педантичность говорится, тахулищи, идейный историк, в общем-то, историка, Владимир Сахунабин, короче, то вот каким не надо становиться историком. То есть вот художник в школе он всегда пропагандировал, что история, вот от факультета поступить, история, из возможно. Химик сам шейник говорит, пропагандирует. То есть воспитывали будущих специалистов, побуждать творца. Но Инапос приводит творчество полное. Еще в советское время Гарри Пикин, вот был такой самодур Оларцо, и Цучу описывает. Короче, он на Кавказе, Бог полезен. Он мог найти какой-то цветок, например, ромашку, и записать его, типа, я открыл цветок и назвать его какой-то там фрейзером. Какое-то вообще название, что. Короче, вообще в исторических кругах Гарри Пикин подписать кинчик ни один историк его не воспримет. Потому что Гарри Пикин это... Я думаю, что он нашел себе подобного, понимаешь? Вот это Бузуртанов того времени, понимаешь? Это Бузуртанов того времени, опыт Гарри Пикин. Лично слушал саму сына Далирая. Гарри Пикин, я это про него в детстве еще со школы знаю, его идиот. Он мог там ромашку, розу какую-то, что цветок или акру. Типа я сделал открытие, или я здесь иштхилца, а то, что вот этот Абадиев писал, я не думаю, что это просто так я знаю. На самом деле, попытки он из-за царя, Абадиев, си, Бузуртанов, Скадзоев, они уже тиштер дадала, ну, как минимум, больше половины нас уничтожат, сиха, легче захватить историю, тоже приватизировать. Шаин попытки царис. Тысяча экземпляров. Это, понимаешь, это не 100 штук, не 200 штук. Это 1000 экземпляров. 2004 год, ты же помнишь, какие интенсивные боевые действия шли на нашей территории. Но ты забыл... А цахом упускать. Моду и кинчка в 2001 или в конце 2000 или 2001 издатель мою, а в 2004 это уже переиздание мою со слов самого же Абадиева, по-моему, Азаматицу, Амелдеш Дерцасу, интервью Аерцасу, Цуэллер, 2000 выпустить и 2000 переиздать на ЮИС. То есть еще раз они выпустили. То есть он-то выпустил не в 2004, а самая война только и резня. То есть, когда началась Вторая военная война. Буквально полгода, год дали. Чтобы подписчики знали о том, в то время более известными двумя авторами, которые хотя бы написали какие-то труды, это был Ильяс Сигаури, у него был
4-томник истории, очерки Чечни. Второй был еще современный Ичкери Далхан Хазар. Да, Но да. и тот, и другой не писали об принижении, о происхождении. Там были общие монографии тех источников, то есть, чтобы люди понимали, когда пишешь исторические какие-то книги, документы, они должны на более авторитетных, не умственно отсталых, не сказочников, не горе-историков, более сильных исторических, то есть историков, они должны использовать эти материалы. Чтобы понимали. Здесь же самое интересное. Я же вначале не просто так упомянул. Видишь ли, как он говорит, более серьезное издание, география 7 века, он утверждает, что нахчиматьяне это не чеченцы, Бахцо, это на самом деле ингуши. Понимаешь? И это, вот как утверждает, это 2000 год. Это начало нулевых годов. То есть уже в то время. А мы о нахчиматьянах, гумба, не гумба, это начали говорить только уже после, уже это пошла вторая, как говорится, второй десяток 21 века. 12, 13, 14, 15. Фактически в 2009 году закончилась у нас вторая контртеррористическая операция. Но к этому отменить еще 16 апреля 2009 года закончилась. То есть бьет, что он больше... Несмотря на все это, они выпускают. Это выпустил, я больше чем уверен, что это, конечно, не выпустил Абадиев. С его словесным запасом, с его материалом, когда встречался, Азамат встречался с ним, это было видно, что человек вообще не знает. Даже если бы я у него спросил по этой книге, я тебе даю голову на отсечение, что он ровно половину того, что сказал, не смог бы ответить на эти вопросы. Почему? Потому что здесь, на самом деле, использовать ящик, лилошик. Здесь самый главный это редактор. Абадиев не историк. Он может сказать там, Бяхмобил, все, историк вас, но я там любитель, написал и так далее. Но здесь ответственность на себя берет Центр социальных исследований. Плюс редактором является не кто, абы кто, не там лево-право проходящий мимо человек. А конкретно редактор является Нурдин Кадзоев, который считает себя одним из праотцов всех историков Ингушетии. Дело в том, что вот эти... Что-то связь заморилась. Хорошо. Ой, сухо, что и на коствахте Кадзоеви, вот этот Бузуртанови еще цана меттяха, цана историки, цвахур больше, нах бахтуш никогда в жизни. Ну, с такими аргументами, конечно, никто не сядет. Кто будет садиться? Да. Если он не конченый дебил, точно не сядет. Ну, вот я видел, Бузуртанов, так издал, что классно, клип, ролик, в самом начале, маркеры геройства, Да, согласен. Яркам секунду богцу. Почему мы маленький народ? Потому что Яркам шишен тихиш, да, хотя бы кончан, шишна шкёрт литна на одну богцу. Сагуи, и там уйру, скорее всего. Просто вала была. Тут царь что он что? Да, шум балик дичца, и хант эхейшин соцалялла, я хот салялла, вайшин балат сахалла. Куда он там садился, на что садился, это его личные проблемы. И ходил он, не ходил к проктологу, это тоже личная проблема. Если он конкретно про какие-то действия говорит, надо указывать лицо, надо указывать действия людей. Пускай обратится, скажет, а в этой ситуации, пускай в данной дойню кайтан кана, если кто-нибудь призовет его авель на уаст, а дючтега гуду, а он фигаил ситуацию, он опять поплывет и начнет говорить сун цаха артига гуду хутта цайн хазир интернет чуа дюч хазир. Что с ним может в дальнейшем случиться, я не знаю.
проживет. Им сагятер, и башер аяхч изибиюз, газюз, газу биди датся, амел тахана, цардеш, что амел тахан сум больше голабу, например, грил пук дош, гич хазахич и так далее. Тахана, инс вайн му уатло, инс вайн нохчен хум элче, ах ишта делаханс, голгаш му эрду ергаз бан, хум ду голгаш целый камен хум олил мадаци. Именно исанил газ уахрина нах провоцировать, питандеш будешь. Нохчени галашно, питандеш будешь. Хундешку. Тахана шей махулы, они попытались, я вот 100% аллаху но сун гугит хаем, царилош полнет. Тахана Россия положение, санкциш, банкциш, галиялла, Советский Союз, сон иш таразвалится, да, уже почва кечош, бу Грузия, да, шея, нохчах, естественно, галгая, нохчи, вое тавежриду, цакамду, так, ойгоша цакетита, вот эта кучка сейчас пытается Россия положение, галиялла, шензерани почва кечоша, вот эту массу, вот эту республику оттянуть в сторону Грузии. Потому что 245 лет назад, 1745 год, 255 лет назад, Багратион решение Язинчун, опровержение Гонцало Апар. Не Бузуртанов, не Абадиев, он хакас хубо, твой Язин, опровержение Мацалоцу. Я Гробовский Язинчун, Цалокичи, нету фактов. Но ночь сеанса, ахум язин дать. Но однако вот эти нападки как раз таки тахана сюкхач. Мы сейчас должны понять, тут речь не идет конкретно об национальности. Нет, вот вчера идет эфир целый день, идет. И они говорят, кто должен за это отвечать? Мы должны. И моему тейпу не нужны эти проблемы, бахцаму, укому. А кто вот, да, мы не говорим про тейпы, мы не говорим про этих, про других. Нам нужно подключать людей. Гуняды должны поехать, вот как сделал Азамат, поехал к Абадиеву, должны встретиться. Ну, подождите. Если в данной ситуации завтра, послезавтра окажется кто-нибудь душевно больной, или же окажется психически неуравновешенный, кто-нибудь встретит и сделает что-нибудь такое, которое завтра может привести более к осложнению. Ах, мухерду. Ни один человек нет. Все говорят, кички язинер, аш язинчун, духали язинер, хокво язинчун, саяз. Подождите, но в чем тут проблема? Если язин кинчкела, хар кинчки, аха, хокка харбах. Я, честно сказать, да, есть такие люди, которые говорят, часть народа, вы от нас произошли, были нашим тейпом или были нашим тухумом. Есть такие люди, которые говорят. Но не говорят, в этом случае они не говорят, вы не ингуши, вы монголы, вы вообще осетины, все, вы эти бош. Камял, мацадот самдас. Наоборот, говорит, вы это мы, вайца дубош буду кобеш. А здесь идет прямо, здесь подтверждает фамилию, сколько он указывает прямо. Если это бы сказал один Идрис, понятно, здесь целый центр социальных, социальных исследований. Здесь редактор Нурдин Кадзоев. То есть весь этот центр исследований, кто это написал, весь авторы этих книг позвать, посадить, сказать. Аусал, Танеш, они же любят призывать к шариату. Абалина на сегодняшний день есть наши Салавдию, он говорит, ангуш боштега, ани гуш даль вид боша, и дуаш ночи дуаш, тут суна хадяду, цара хадяду название ангуштовцы, ингушевцы бошта, утверждать я еще. Есть это видеоролик, и все его видели. Он в нашей, кажется, этот разговор идет. У меня вопрос, если я вот эти вопросы возьму эту строку, закину, напечатаю книгу и скажу, на самом деле ингуши ангушду и гейнер хагуш. Или, допустим, есть такие же люди, которые утверждают, что чинхуаш чентиш хайленю бахцар заурова, то есть пригородный район, главный Владикавказе, Умехтегюрт. Если я этот материал и тот материал возьму, напечатаю эту книгу,
Являюсь ли я человеком, который оскорбляет этих людей? Конечно же, являюсь. Конечно же, являюсь. Будут ли претензии у людей? Конечно, будут. И мне в первую очередь наши же ногти заявят. Ахулиоду, ахундуйц, ахундуолч энтиш, меттен хундуола, салауди меттен хундуола, маслабахаса. Салауди, вала, кивек, вала, Мухаммад, вала, башлам, вала, бас. Ответить, да дизерду, и не истац, хауале, ахунжуак, да дизерду, а дештек, питанду, а эльду. Но здесь, в данной ситуации, всегда мы отвечаем. Мы ссылаемся на ваших историков. На каких историков? На Лаудаева? Но Лаудаев не был историком, не был этнографом, не был исследователем. Лаудаев был, даже по происхождению которого, он царский офицер, который собрал, услышал с чеченского на русский перевел, и до сих пор все источники, исследователи, все ищут. Оригинал источника, нету ни одного человека, оригинала источника Лаудаева, потому что его родственники говорят, родня, которые остались от него, что это не его слова, что это не так. Его родные, живые, говорят. Даже тот же Лаудаев пишет, что ингуши себя называли ногчи. Но это не важно. Нет, понимаешь, это они не берут. Они берут именно тот момент, где там берется высказывание по поводу того, что там были князья, или что там в восточной части некоторые тейпы платили дань, бошел. Моменты те, которые могут задеть. Уважаемые подписчики, уважаемые мои братья и сестры, которые в эфире, я хочу, чтобы вы понимали, использование местных феодалов, будь то шкумыцких шаухалов, будь то аварских нуцалов, будь то черкесских беков, об этом мы написали и мы говорили, в каком состоянии и за кем стоят в то время, кто стоял за спиной у этих князей, мы знаем, мы это официально показываем. Тот же указывающий там аварский хан, Нуцал, который пришел и увидел, когда вы рассказываете, что там он открыл Чачантала, увидел Бошел. И эти сказки, они указывают, что он пришел в эту местность, заблудился, охотился, попал в это место, увидел там камень, урочище Чачантала там было написано. Потом он остановился, потом ближе к вечеру в этой местности напали казаки, убили там его там 6-7 окружений. Он убежал с этой местности. В то время уже на Сунде есть казаки, на Аргуне есть казаки. Это время, когда уже туда продвинулась царская Россия, выстроены кордонные линии. Он побежал, поселился, там его переписка, что он поселился под Кизляром, просил: о, великий падишах, выделите нам эти земли, закрепите эти земли, Боже. Он попросил у Российской империи, поскольку с нами они не могли договориться, его в этой местности назначили. Вот таким образом многие, не все, многие получили плоскостную территорию Нохчичи. Вторая ситуация, это была, когда нападали все время кочевые племена по количеству своему, по численному превосходству, не боевому превосходству, а именно численному превосходству. Они, чеченцы, рано или поздно пришли к тому мнению: давайте в качестве управленца сажали, если он нарушал, и это все продолжалось определенное время. Последние уже, которые остатки были, это уже во времена шейха Мансура, всех их уже отсюда прогнали уже шейх Мансур. Этот момент истории у нас есть, и мы это говорим, что он был снова же не на всей территории, а только плоскостная предгорная территория, не в лесах, не в горах. До появления Шамиля глубоко никто из них не заходил, и никто не мог воевать и сравниться. Да, без всякого сомнения, мы признаем, что вторжение Тамерлана в горы были. Это исторический факт, по крайней мере, подтверждающий. Но остальные маломальские, которые жили за Вайхой, за Сулаком, те же самые шаухалы, которые жили за Сулаком,
черкесы, которые в основном преобладали, или нагайцы, которые преобладали за Тереком, таких сильных позиций здесь, в горной части, не имели. И мы это знаем. Но мы знаем это. Снова же, мы по этому вопросу говорим. И то многие исследователи говорят, что они были номинальными местными князьками, которые номинально назначались. Но если мы начнем ковыряться, я просто-напросто углубляться не хочу. Там есть определенные моменты, где кабардинцы четко указывают, что вплоть до Владикавказа обладали землями. И это исторический факт. И все, кто хотел спуститься на эти земли, должны были платить джизью кабардинцам. То есть тем же черкесам. Это исторический факт, который упрекает нас в чем-то. Но соборди, шутхун асундер мабах, и шутхун олчадас, шун олчадас в этом плане, этот период времени, мы от этого раньше отошли. А они пришли к этому позже. То есть они уже только в 19 веке фактически отошли от всего этого, потому что договор 1770 и 1810 года, кажется, в 810 году четко указано, что после этого они не будут платить никому, это русские документы, источники это есть. Не надо это нам. Это не Лаудаев сочинил, которому, во-первых, смотри, есть очень четкое понимание. У Лаудаева, у Татоева, которых они упрекают, который тот же взял у Лаудаева, у Дубровина, вот три этих историка, в кавычках возьмем, ни один человек не предоставляет ни одного документального подтверждения. То есть, чтобы ты понимал, даже в то время цивильные государства, цивилизованные государства должны имели вести экономическую какую-то, правильно? Бухгалтерию должны были вести. И что их? Такие у тебя. То есть, что исталур, хак семяну. Хакара, ит исталур, хакара, бежанлур, хакара, лур, должна быть документация. Если это было цивилизованное какое-то государство или что-либо. Нормальные люди, у которых была история. Нету этих документов. Нету ни одного подтверждения. Я спрашивал у кумыков, спрашивал у аварцев, спрашивал у кабардинцев, черкесов, есть ли у вас подтверждение тому, кроме как географических карт, которые многие сейчас подделываются. Черкесам претензий нету, потому что с черкесами этот вопрос урегулировался. Есть четкое понимание, кто, что и как договаривался. Заключались ли договора, временная аренду, чтобы истребежнич дождать какие-то земли? Это я могу позволить. Снова же должно быть доказательство. Хайнсбах, ты живешь в Германии, Маслабас. Ты говоришь, что ты живешь в Германии. Или ты живешь во Франции. Я должен верить тебе на слово, или я должен сказать, предоставь свой паспорт. Покажи, что ты живешь в Германии, Франции. А может, ты на самом деле сейчас в Канаде. И Франция убог. Ты же должен предоставить доказательства. Огульно говорит, вот ты есть стрэнджер живет во Франции, не стоит. Дать я должен доказать, что он является гражданином Франции, что он проживает в городе Лион, или я не знаю, пускай это Париж будет. Доказательств нету. Дубровин ссылается, там, допустим, на Лаудаева, но тот же Дубровин описывает, что шейх Мансур был трусом и так далее и тому подобное. Вопрос. Дубровин написал о шейхе Мансуре после того, как прошло 50 лет пленения шейха Мансура, и уже он умер. После шейх Мансур, Ха'лят, Вевин, Дадизин, через 50 лет написал Дубровин об этом. Вопрос возникает, какие материалы он использовал, где, ссылки на что. Опять же мы берем там Гудович, Валах, на российские какие-то официальные исторические источники. Должны быть доказательства. Если я говорю что-то, докажи мне, что это так. Допустим, написал он книгу, он говорит, что там, он говорит, Нохчи это от нагайцев, потому что в ингушском языке долина Нагайская называется Новая Че. У меня вопрос, если ты не дебил, где находилась Нагайская степь? Посмотрите на карты. Нагайская степь находится в Пятигорье
или же выше за Тереком, далеко за Тереком, где сегодня находится Ставропольский край. И только в определенное время там часть находится недалеко от, за рекой Сулак. Долина, Ногайская долина, Ногайская степь. Она не находится на территории вообще за Тереком, Хилаяти территории. То, что нагайцы воевали, что они воинственное племя, это знают все. Но у нас, по крайней мере, нету храма, построенного им. Ни хану нету, ни калмыцкому хану нету, ни крымскому хану нету. Мы их не, как говорится, не уважали, им башни не строили, ничего им не делали. Я вот сегодня скажу, я там послушал сон, мой ночи матасон, и дуаш хаздела сон, штырфети, а знаешь, что это что за сказки про белые? Ну, таким же макаром можно сказать, что галга – это турецкое название, потому что гала, лингвисты относят это слово к слову кала, то есть к турецкому слову. Это тоже можно сказать. Да, ну, конечно же, сегодня, если мы будем основываться на какие-то созвучия, я не прошу, я знаю, и многие сразу начинают говорить, что вот они не но тогда какие проблемы могут быть у вас, когда сегодня чеченский народ осуждает именно за это? Ни больше, ни меньше осуждает именно за это. Ни один черкес, ни один адык, ни один, я честно скажу тебе, русский цхамдаста, ночью омана, элдошло, ну, понятно, что они более образованные, что такие вещи образованные люди на себя не примут. Само цаязины до ночи история, маязин, башешка, эзершешка, легче его не изменить никому, ни Абадиеву, никому либо. Просто царину попыткую, они, скорее всего, думали, даже Мурат Дядиков, Кинчки Азушудина, типа ингушское общество Мялхи, которое находится в Уняне, в Шатойском районе, то есть тоже определяет Ингушетию до Аргуна. То есть план у них такой был. Может, кто-то из генералов им обещал землю, как Руслану Аюшу кто-то обещал до Грозного границу установить. Может, вот таким же макаром кто-то во Вторую войну им обещал, что Ингушетия будет до Аргуна. Но они и на радостях написали книги. То Зязиков, то Абадиев. И главное, намерение Гучалара, то, что они готовились к захвату и истории, и земли, это то, что Абадиев сам указывает, что нахчамитяне это ингуши, гунядины, Да. вот это уже выдает намерение вот этих людей. То есть их использовали. Им сказали, давай делай, и вот они сделали. Какая-то часть вот этих нациков их сподвигло, видать, воодушевило. Но цаунду, так она нохчучун, дин гумадисан мехкяца, вин саггата виш даже. Ама баха, гадуни хаиш маду, абади, бузуртану, кадзунану, кадир виш бу. Это... Честно сказать, Оша, я не могу понять, далеко ходить не нужно. Ну, если более сильных войнах, Кавказская война, депортация, 2 последние войны, восстание первого имама Кавказа, шейха Мансура, что бы ни проходило нападение Тамерлана, если мы после всего этих кровавых режимов и всего этого наш народ смог выжить, и, иншаллах, он будет жить еще 1000 лет, пока до конца, как говорится, до судного дня Аллах, да, Аллах Туальва, у меня вот вопрос, зачем, смысл какой? Ну, снова же, я же говорю тебе, вот 1-2, вот сейчас я могу взять еще одну книгу Мальсагова, я тебе перечислю, там, допустим, все
фамилии. И после этого, если я начну, основываясь на этой книге, говорить, ну на вашей книге же сказано, что в вашем народе есть вот такие-то происхождения от кабардинцев, от монголов, от аварцев, от кумыков, от осетин, от грузин. Я же тоже могу перечислить, но я не прав буду. Это неправильно. Это неправильно с точки зрения даже соседей, братьев и так далее и тому подобное. Не из фондации. Но вопрос заключается в другом. Когда вот эти происходят братские, побратимые разговоры, когда 4-5 человек в эфир заходят, и когда начинают говорить, еще раз я говорю, если это так, если вы собираетесь прийти к какому-то общему знаменателю, каким образом вы собираетесь это сделать? Каким образом? Ведь до 2000 начинают говорить... Когда ты начинаешь говорить, они начинают, до 2018, до этих земель же не было этого. До этих земель ночи спали. Ночи переживали за кусок земли, пытались выжить в этих двух войнах. Никуда, я, допустим, Аллахи, эцгаскаши, нистер, базан, ханкала, була, ашу, соберкер, нистер, уляю. Дакиетак, сакиетак, я тхунт эйушер, я тхунт ол даючер. Давью человек, савью человек, но давью человек, тодочах уж в основном. Я никуда не ездил 2 войны. С голода не умер. Не был нигде ни беженцем, ничего не было. Но есть определенные рамки, за которые не стоит выходить. Я не могу говорить за других, но я ищу за эти 3 года, я не нашел ни одного историка, который бы оскорблял бы, грубо говоря, своей книгой бы оскорблял ингушей. Здесь идет сравнительный анализ, идет вот это. Я не говорю, что она там идеальна. В поисках национальной идентичности идет сравнительный характер. Анализ, документы, все источники, все прикладывается. Допустим, той же другой книги Ильяса Сигаури, где он очень много говорит. Ильяс Сигаури считал и говорил, он один из людей, который первым написал общий собранный материал. Еще современный Ичкерий. Там же есть хорошо, можно сказать, что политическая какая-то конъюнктура. Далхан Хажаев был ичкерийский историк, и он приписывает до царя. Но Далхан Хажаев очень много тоже написал плохого про нас, несмотря на то, что он является историком. И тот, кто читал его материалы, понимает, о чем я говорю. Потому что есть перегибы в каждом историческом процессе. Сегодня, чтобы остановить вот это, если ты и я захотим, мы можем часами говорить о многом плохом, что написали с той стороны. Начиная там с Буданова и так далее и тому подобное. Если мы ищем. Но если мы сегодня обсуждаем с тобой только историю своего народа, и люди начинают заходить и говорить, Аллахи, я пытаюсь никогда, вот что касается границы, я все равно меня не касается. Но когда заходят, начинают спрашивать, начинают задевать, снова и снова начинают говорить, и приходится поднимать этот вопрос. Если каждый человек, руководитель, Ногчи не виноваты, что вы не считаете Аушева, Зязикова, Евкурова или Кариматова, что вы не считаете с ними, это не наша проблема. Вы говорите, царь Эллек, заключайте Аштега, нам говорите без разницы. Мы не имеем права, ни ваш парламент, ни 28 лет, 29 лет мы живем порознь. У вас своя республика, у нас своя республика. Давайте договоримся так. Я могу предоставить официальный документ. Кстати, он есть переписка, где университет Чеченский, государственный университет, Академия наук Чеченской Республики отправила Академии наук Республики Ингушетии письмо, официальное письмо заверено, где они просят встретиться и решить раз и навсегда вопросы в историческом плане. Ответ, если вы хотите, я могу сейчас прямо в прямом эфире вам зачитать. Я могу прямо в прямом эфире, который они говорят, нет, спасибо, мы не приедем, потому что якобы какая-то там у вас была передача или статья в Грозненском рабочем, где вы там указали какие-то ненормативные там или неправильные вещи в историческом плане. Разве такие вещи говорят? Нет, конечно, не говорят. Что касается определенных моментов, касаемо, когда мы говорим федеральный центр, сегодня
На самом деле, я вот не защитник федерализма, имеется в виду, я не лоббирую здесь как что-то, что говорит Москва или что-то. Но сегодня Москва сделала правильный выход. Она сказала, мы вмешиваться в ваши братские дела не будем. Решайте сами. Но если вы обратитесь к нам, как к третейскому судье, мы вмешаемся. Не Сюлей, когда начинают говорить об истории Шамиля, ни Галга, когда начинают говорить об истории Сунжинского казаческого округа, ни один из них не говорит, давайте встретимся в Москве, давайте поднимем российскую документы этих архивов, государственных архивов по Терскому казаческому, Сунжинскому округу, или как угодно называйте. Причем все эти документы, вплоть до населения, до переселения, до того, как разрешили и кому разрешили переселиться в Малгобекский, в Сунжинский, ныне не Малгобекский он назывался, а Псидаховский район. Малгобек это более позднее название. Малгобековский район это позднее, потому что сам Малгобек был создан в 1934 году. 34-м Дармячуксе, или 36-м, или 34-м. Только после, а до этого, это место называлось Псидах и Псидаховский район. И об этом все знают. Документы с русскими, грубо говоря, с федеральным центром, спорить о землях, о территориальной принадлежности, кто прав, кто нет, никто не хочет. Ни Дагестан не хочет, который образован там и знает прекрасно, что в 1921 году только был передан Хасавюртовский и Ауховский район им. Они по этим вопросам. Почему? Потому что победители решают, кому какие земли дать. Победители решили и дали земли и Ингушетии, и Чечне, и Дагестану. Если бы мы говорили, претендовали или сказали бы, что нет, эти земли были, нет. Так можно уйти до царя Гороха. Мы когда-то были там до Кумы, когда наши историки начинают говорить Кумат и Адортхо, потом с Дона мы перешли. Мне не интересно вот эти моменты, что когда-то, когда еще обезьяны бегали здесь, кто-то где-то там жил там, на Дону. Это мне не интересно. Мне интересна история уже более такая, когда люди уже нашей эры Эльдукой, которые проживали. Но в этом плане не российские. Почему Царьград, церковь российская официальная, все они говорят, что Шамиль сдался в плен, что его обманули, никто не говорит, что он получил там Калуги и так далее и тому подобное. Они это говорят официально. Ни один представитель исторического истеблишмента, историк, ни один житель Республики Дагестан не написал в прокуратуру на канал Царьград, на историков российских того-то, того-то, и не призвал их к ответу за то, что они сказали по вопросу о Шамиле. Но стоит сказать Башламу, Муаммаду, Салаху что-нибудь о Шамиле, у нас начинается междунациональный конфликт. То же самое касающее по границе. Начинается. Почему? По Владикавказу, по пригородному району, по всем остальным моментам. С Осетией тишина, с Чечней кипиш. Хотя прекрасно знают, что есть же документы, есть и все остальное есть. Мы снова же, я не видел, чтобы ночи говорили, ага, ой, вежрищияц за Урова, я пригородный район, вежрищияц. Мы никогда этого не говорили. Но когда мы начинаем поднимать вопросы, хари, ложи, ну, они сидят четвером, четыре, говоришь, так, мне срезки скинули кто-то. Один говорит, о, шече, бля, то принятие, цедина серновский, что, ну, пич мабой. Валлахи, биллахи, таллахи, обеж мархи бото. Гала принять мабинаш, гала лечить мабинаш. Сотни деньги собирали на это. Я лично говорил о Саудели, Гашовбеш, Мархибата, Аздера, Дуймабом. Я встречался с людьми, Баккина, будешь. Сейчас багажник, юзин, герз дадехан, герза модела ценахан. Ну, все это продлилось 3 дня. Цик багнаш свет связи был. Ща лично хокка ашаву, ща тига хиллаву, ща дабяхтинаш, бистани качас, даданир, ща тига доудалар, царь, цацев, айттершина. Сейчас юния, хадахтер, дукум висла. Но, а смысл этот в чем? Аштрот эцаляции, ошут эляции. Ну, один документ другому как. Башта, عادش يقول لا إيش بتجنت مو تبين أمت وجستيني تقول على الشرق أري ناي يخصون جيست على الشايكة جستيني تروي
и гостиниц забитый, Кавказ ингушский. гостиница, Кавказ гостиница. Израиль, да, Кавказ, Из-за забитый я разговаривал в то время, тебя балбинил консьержка, взрослая женщина. Она рассказывала, что Кавказ гостиница была забита битком. Что 9-й горбольницы и 2-й центральной, 1-й больницы, что были ранены оттуда. Что оттуда первыми, кто медикаментами, всеми помогали, Грозненская центральная районная больница, есть хирург, который дает интервью. А вместо этого, видео, первый, кто приехал, были сюли, дерес, килшунг, энтиборсан видео, а вы вот садинабор. Ну, это карцуи кулшу. Я видно вас, вы принялось, а сумма а еще дискал еще. Ну, шей, аргументирован, да, больше, что это ляться, что это. Да, цавитин Сирноводский Асиновку. Потому что у них были свои личные вопросы, которые... Башта, дальше подала сам, чуть объяснить, что YouTube, со всеми документами. Из-за Сирноводски разместить беженцев в ингушском курорте Сирноводское предписание сейчас хабях. Что это? Также есть документ опубликовать на интернете, где главой администрации Сирноводска кого-то назначил Аушев Руслан. То, что Шалхой Руслан, Слириник, Цухайна, Хатаган, Хагучавла. Да, чуть обитали, но их повезли с арены Уля Ашмауи. Вот Джеда вокзал недалеко от меня, с арену Халголу, еще, всю жизнь Лелму, еще, там, со сундуку. Но это все это делается, все работа. Для чего? Тахан Хаджал, Сиряж, Муса, они выступили, маслахат для этого. Граница Ахилах, Цахилах, Аршудалах, Тхадалах. Но негатив, они основной посыл их, вот этого, негатив, маслахат, им обогатят. Да. А вот то, что ты сейчас говоришь, это на услах, и вот таких кучек там много, и специально башт было, лило шум дует. Нет, нет, ваша проблема в чем? Сейчас маслахат я что бахца. Сейчас рез, да, ночью еще цапбу выжрал. Это я согласен, это обсуждалось. Но, ой, цапду больше, камял дяшкальча, тогда не нужно перевирать с фактами, я говорю. Не приняли, не говорите. Не дали, не говорите. Гарцадини, вожцадини. Ну, зачем это говорить, когда есть официальная власть и есть, как говорится, какие-то отношения. Официально но это официально. Очень официально, камел дейдас, но не официально, да, моя на стиле монту братка, а мечал. Очень галнишу, шо ошки, это очень ошки, это очень алien, харцу, царилу, штык дуется, до ищет дуй, хиллама дай ищет. Так, о чем разговоры? И прекрасно сегодня нет, мы так говорим, излагаем. Аушев Русланс Дучмадуаси, он говорит, 60 тысяч проехав через всю Ингушетию, приехали в Грозный, в Чечню приехали, беженцы были в Чечне, бахцу. Но потом, когда началась 94-я война, и 60, 120 тысяч вернулись и заселились в Ингушетию, бах. То есть это говорит кто? Первый президент республики Ингушетии, который владел всей информацией и прекрасно это знал. Я, допустим, больше доверять ему. Но, дигду и битва, хорошо, Руслан не счет. Когда Руслан что-то плохое говорит, что-то хорошее говорит в сторону братвы, то есть когда они говорят, что там до Давыденко, границ, Алир, Руслану, Цеетин, потому что он брат, хорошо. В этом случае брат твой, Руслан, не исхует, еще хует. Но когда Руслан говорит, также 60 тысяч хави and business ночиш, или от собой, что вы говорите, but that's Руслан, скабар юйца, but that's, дин that's Руслан, щенцеву юйца. Хокка, Руслан, красавчику по границе, потому что вам это выгодно. А хокка, вати. И ладно, хорошо, я ответила. И самый наболевший вопрос, который мне часто пишут и начинают говорить. Братва, опас, потому что мы царь, ой, раздухуя, прямой эфиршка. Но братва говорит, покажи мне хотя бы одну могилу
где похоронен чеченец. Там, да, допустим, в Алгобекском районе, в Сунжинском районе. Проблема в том, что в 1865 году, когда массово в количестве 5000 семей, из них 1500 в Арстхуай, с этих земель в основе своей переселились на Ближний Восток, первые, кто туда заселился, были терские казаки, потому что эти земли были завоеванными ими, по их пониманию. А вторыми, по соглашению с ними и по договоренности с ними, были, конечно же, те, кого вы называете. Но до этого времени ни могильных плит, ни что эти земли были ваши или наши, ничего доказать не может ни один из вас. То есть ранее 1860 года там ни вашего, ничего-либо как такового быть не могло, если это не уничтожило и осталось. Единственный, который есть доказательство, и который стоит как ком в горле Масана Хахош, это адыгские, черкесские, точнее, надгробные плиты там есть. Псидахи и чеченские там есть. И, возможно, и Орстхоевские там есть. И сегодня, на сегодняшний день, который сегодня, вне всякого сомнения, когда в 18 году заключался договор, большинство в этих селах находится ингушское население. Из-за этого по-братски, эти 8 селений, которые были спорными, оставить за республикой Ингушетии, включая где-то 78 или 72 тысяч квадратных километров со всей территории фактически Сунжинского района, кроме Серноводской, Асиновской, отдали и заключили договор. Вот так закончилась эта эпопея. А если вы пытаетесь доказать, ну давайте, хорошо, покажите хоть одну могильную плиту 16-го, 17-го, 18-го. Ну, даже не надо отцам, даже. Вот пускай покажут с населением ингушей населенные пункты на территории Чечни. Галгай населять Бяша, Тахана. Когда как на территории Ингушетии остались 100% ногчи населения уж есть чукисан. О чем еще говорить? Я не против, пускай они живут, ашам будет, шейн мало айл, и все республика Юсахир. Но хилла дела, уайтани ду, уайтса ду, уайбарткл безал расел, закончить этот вопрос раз и навсегда. Айтташ сеяш. Шейнюк иртацио было бы уж сэр социч, уайниш, уай соцер, соцер бинат ах. На определенную реальность проблеме очень-то переключиться до Халица. Ну, Дир, да, бузуртанов, совет тейпов, аплодировать, аж мобутер бахканах. А молодежь пример берет. Тахан Муса из Сираждины, Маслаат Аль-Хагдыч, сколько начали метал боль. Шабер, что представить, да? Да, нападки на него делать. А вот теперь представь, у меня лег удар. Ящик, это не просто заявление. Получается, Тахан Мухаммад Даудос Кичар Гоушах пьется комиссии, серьезные ущей комиссии, алаш хабяхча каста дирду, цахом дирду, а потом вот эти совет тейпов и другие организации заявят, а мы их не уполномачивали, мы это не признаем. То есть это каждый второй хамелошенца комиссии создавать, я еще лукар признавать, я лоузер гмадуис, хотя прекрасно знает, где на чьей стороне правда. Просто худуш. Все они упираются. Они хотят, чтобы Москва это решила вопрос, чтобы Шейн Лахтна, Шахка, Хадайра через Москву. Они давят вот это ингушский вот этот совет тейпов, они давят на Москву типа Тхон Лахтна, Шхалу. Вот да, после Первой войны нам перепало 2 района, а после Второй войны... это хорошо. Но это я понимаю, когда они заявили на официальном канале Росбалт, то есть они заявили об этом, они пытаются подключить какие-то несистемную оппозицию и пытаются там пролоббировать этот вопрос в Москве, я это понимаю. Понятное дело, что это попытки тщетные, но суть не в этом. Но зачем она? Зачем? Там нету такого населения, чтобы там прямо уж
кризисно, нету земель, там негде заселиться, яйца, ситуации как таковой. Вопрос по 2018 году, это горно-лесистая часть, где нету ни одного дома, никто там не проживает. И не будет проживать, там нет условий для проживания. Нет, ты говоришь, когда они вот этот вопрос оставят, ложка следующий лахна, что или за стол переговоров уахуешь, им придется подтвердить на фоне фактов и аргументов, что он выиграть царь Ниссанию и признать, да дезердуция. А это в их идеологию не входит, хотя рязу, что кинчик шиится, дуется гуш мова, им сейчас надо, вот, и лахна шхадярны, да, оно все, теперь надо, может, закрепиться на нем, и историю закрепить, и чтобы мы признали, и шейлах дуэл, понимаешь? Хадя, что камила, между строк читать надо. Маслахат дешь берши, и вот и совет Тейпов, это разные люди. Маслахат дешь, да, они согласны. Вы мабох тахан, хадалах, шудалах, вы ашману испокон веков, латна что, питандоч. Ортховек, галгавек, кивек, все живем. Оши, захал, что ж, гелгер, что ж. А то, что они пытаются наоборот, чтобы этот вопрос остался таким, как будто бы на нашей стороне остались земли, и им от нас ничего не досталось. И алгефтуш. Это? Им приятно все. Так, Гоша, очень искандай ушу всех, перезагрузиться, яха, прерваться. Давай, перезагрузить то, что мастера так чудо, кина, дистах, лададержу, давай. Наверное. Выжри. У нас как-то потихоньку-то набирается и заходит 300-400 человек за эфир. Это тоже неплохо. Но я попрошу вас, чтобы вы у себя именно указали в сторисах, чтобы больше людей пришли и подписались именно на лайв-канал, чтобы больше людей знали нашу историю. Шейн ссылка, указать, упоминание, значок, что наши упоминания, это в сторисах у себя закиньте, чтобы максимально и с Европы, и с России, с Азии наши ногчи подписывались на канал, или они просто-напросто, многие думают, что канал, на котором мы закидываем посты и прямой эфир, что это одно и то же, или не знают многие. Чтобы больше людей сюда приходило, вы скидываете свои ссылки, чтобы больше людей подписывалось сюда. Не забывайте об этом. Снова же, подводя итоги нашего двухчасового разговора, еще раз я хочу, чтобы вы понимали.
когда мы ведем разговоры о маслаате, мы не должны перед кем-либо прогибаться, не должны перед кем-либо делать там поклоны, просить, умолять. Нет. Братство – это обоюдное решение одного с другим. Когда ты протягиваешь руку, и тебе плюют в эту руку, потом ты вытер второй раз протянуть, чтобы ты протягивал руку, это неправильно и недостойно. Мы никогда так не поступали и не будем поступать. Уаллахи, биллахи, таллахи, нету ненависти ни к одному из наших соседей, сюли, валей, галлай, валей. Сегодня каждый живет по отдельности. Сегодня каждый диктует, рассказывает свою историю. Мы не против. Изучайте свою историю, рассказывайте свою историю, но не залазьте к нам и не пытайтесь в чужом кармане искать свои деньги. То есть в моем кармане не будет денег там с запада или с востока, и земли не будет. Разговоры о том, что нам не надо 2 сантиметров, 2 метра хватает, ари вожи боша, вы не имеете права говорить такие слова, если вы являетесь исконным нохчу. Чтобы вы знали этого. Не имеет права ни один житель, ни один нохчи тейп говорить о том, что сун кош лат дати аздала хуни хари вожи ашат ханден умаялшу дикардат хонохчу вала ахя и эрадат. Этого нельзя допускать. Понимаете? Не забудьте об этом. Когда вы будете говорить, не забывайте, что на протяжении долгих сотен лет, чтобы не допускать и не отдать, наши предки воевали, начиная с Тамерланом. Они же могли сказать Тамерлану: ну, убил ты Тохтамыша, все нормально, пройдешь здесь мимо, мы потом себе эти земли заберем. Но они не оставили, они мстили за тех братьев, которые входили в состав тохтамышского войска, и они были нохчи, и нападали, потому что они не были согласны с политикой Тамерлана. Кавказскую войну они могли тоже поднять руки, сказать: мы сдаемся, допустим, ну или там, неважно, подписать договор и получить наделы и земли, сколько они хотят. Но они этого не сделали. Потому что понимание было другое. И сегодня никто не вправе раздавать Чечню. Она и так маленькая. Она и так совсем-совсем маленькая. Тот, кто хочет с нами братства, без разницы, называйте как это хотите, оно должно быть на равных условиях. Прогибаться ради братства, давайте это оставим, того оставим. Нет, не надо оставлять ничего, когда речь идет об оскорблении народа. Вот эта книга, она написана в 2004 году. Здесь есть целый исследовательский центр, который оскорбляет нас. Есть целый, оскорбляет народ, оскорбляет язык. Вот в этой книге. Таких книг 1000 было выпущено и так далее. Там. В 2004 году, насколько я знаю, не было выпущено ни одной брошюры и ни одного документа, оскорбляющего ингушей, кабардинцев, кого угодно. Понимаете? И несмотря на это, с черкесами, с которыми мы и долго воевали, и заключали братские соглашения и так далее и тому подобное, и на черкесов, и на адыгов тоже идет сегодня, идет очень сильный наплыв и оскорбляют точно так же. Точно так же оскорбляют кабардинцев и говорят ему, что вы от нагайцев. Я не знаю, почему-то ни кабардинцы, ни черкесы, ни нохчи, не имеющие ни общего ДНК с нагайцами, ничего общего, почему приписывают. Точно так же воруется и черкесская история, и черкесская, я имею в виду и адыгов, и кабардинцев всех, воруется и история, и песни, и символы, это все есть. Ничего, если вы хотите посмотреть, просто вы можете проверить это. Это вот реально на самом деле. Черкесы и адыги являются одним из автохтонных народов. И мы к ним относимся с большим уважением. Несмотря на то, что мы и воевали вместе, и погибали вместе. И воевали друг против друга. Несмотря на все это. Уважение, изучение истории нам не дает возможность и в депортации, и в других странах тоже. Там, где есть нохчи, есть черкесы. И это все знают. Но снова же,
когда, если бы кабардинцы, которые, черкесы, адыги, которые были с нами вровень, воевали в Кавказской войне, воевали и погибло очень много, перешли там 90% были изгнаны из там родных земель. Если бы они бы с нами вели бы дискуссию, спор о том, кто круче, кто сильнее, тут еще можно было бы что-то задуматься, над чем-то задуматься в плане, кто прав, кто нет. Но люди, которые сами нисколько ничего не сделали, и сегодня пытаются нас чему-то обучить или сказать, вы от нагайцев, вы и так далее и тому подобное. Снова же, в этом плане нету никакой справедливости. Хотите братство? Давайте братство, давайте сядем, скажем, вот какие минусы есть у нас, какие минусы есть у вас. Давайте прекратим это раз и навсегда. Это зависит от нас, давайте по-братски. Но когда снизу идет одна матершина, когда тебя не слушают, ты рассказываешь конкретно вот это, говорят, никогда вы нас не принимали, мы ничем не помогали. Кто помогали, были, кто не помогали, были. Понимаете? Это было и есть всегда. В этом проблем нету. Что касается по закону, Шудукдахаш, по закону уже 2 раза написали книга Абадиева Идриса «Эздел», толстая книга, она является запретной литературой по принятию. Там они собирались обжаловать это, но обжалованию пока в данный момент это все, насколько я знаю, обжалование не согласовано, и до сих пор она является экстремистской книгой, то есть разжигающей межнациональную рознь. Подавали. Бузуртанов съехал, сказал, что он не знал про эту книгу вообще, сказал, что он вообще ни при чем. Это мы тоже печатали, как он съехал, как он испугался по этому вопросу. Точно так же мы говорили по вопросу и по книге, и дали заявление, и написали общественники. Это все есть, и это следствие ведется. Дина, если я написал книгу, оскорбляющую или разжигающую межнациональную рознь, именно на меня надо подать заявление. Это проблема отсюда, если это есть. Если же есть в российских источниках, архивных документах, если вы изучаете историю, то нужно относиться к истории как реальной истории, а не как выдаваемые, вырезаемые какие-то там, грубо говоря, куски из нашей истории и преподносить, что они были такими или такими. Я по созвучию так понимаю. Чечениш, башлам, бахубаха, ваша. Ты мне запрос прислал, я принял его. Хула тебя, бля. Что там не так? Вот. И я уже подвожу итог сегодняшнего эфира. Сегодня у нас 2 часа мы провели эфир. Канал новый, пока не позволяет нам проводить эфир более чем 1 час. Прерывается каждый раз. И, как вы знаете, вот 3 человека, кажется, 3-4 человека, которые прислали донат. Аллах да азавиошу донат, шуда духда, шуда обл, дальшуса. Не забывайте распространить максимально везде, чтобы к нам в эфир позвать больше подписчиков, чтобы мы могли вести дискуссию. Мы открыты для дискуссий. Я лично готов говорить с любым человеком, только пускай показывает свое лицо и не матерится. В любое время 3, 4, 5, 10 человек в прямом эфире я готов говорить. Готов. Прислали донат. Нет, пока, Чечениш, ничего не дошло, ваша. Пока ничего не дошло. По крайней мере, через PayPal мне ничего не дошло. И через Сбер ничего не дошло. Если дойдет, я скажу. Я и так благодарю. Может, чуть позже дойдет, если дойдет, Чечениш. Поэтому у нас очень много аргументов, у нас очень много книг. Если вы хотите, я просто буду зачитывать и опровергать их. И приводить вам примеры, как это, если вам интересно. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, мы готовы всегда к диалогу, и последние 3 года только и призываем к этому. Но диалог нужно вести с достойными людьми. Диалог нужно вести к тому, кто реально стремится
маслахату приходит не благодаря тому, что там кто-то должен согласиться, что он не прав, а я прав, и так далее, и так далее, и тому подобное. Принимали, отправляли, все это было, все это, как говорится, вне всякого исключения, есть подтверждение. Если не верите, можете посмотреть. Asla. Ая. Assalamu alaikum. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Kuz YouTube čajna danahtan vašu kroč 100 rublej danahti naud Argun ho Ruslan alo. No da YouTube čut pjeriše danahti alina tu kroči. Deres хол босон после эфира там кое-что надо запомнить и перевести это деньги. Ayok hauf tu şaş alist. Deres Allah da сидел церк вой хауса скваш мастер дихадер вой нам максимально ющей куду. Нам нужно собирать аудиторию вой мелла асамовшки что. Это самая важная и самая нужная цель. Дальше мы будем бомбить по национальным героям, по нашей географии, по нашей территории, традициям. Все интересно еще впереди. Я просто обещаю каждый раз и по чуть-чуть, по чуть-чуть. Мне не интересны вот эти, кто вышел замуж, разверся, гаржируй, гарвожуй. Мне это не интересно. Мне важна наша история, наша география, реальная история, реальные традиции. Запомните раз и навсегда. Самое главное для нас самое главное, это то, что мы должны быть едины как никогда. А потом уже использовать. Книги, которые я сегодня зачитал, это только я зачитал первую страницу и последнюю страницу. Просто я больше не хочу говорить об этом. Почему не хочу говорить? Я хочу, чтобы вы понимали. А когда я боюсь, что у людей начнется реально больше негатива. Но и кинчик, ой, бьет, он больше. Ой, дёх надош. Ой, не хада, тандреал кинчик, я зло, швачу, таунда. А документы, которые были отправлены, я вам завтра постараюсь сделать эфир. Я вам зачитаю официальное письмо Академии наук Чеченской Республики, которое было отправлено, и какой ответ прислала их Академия. Чтобы вы понимали. Не надо говорить, что ногчи не шли. И это до 2018, еще до границы ситуации. Чтобы это понимали. Поэтому максимально, вот Ибрахим свой, ваш сын канал и по Башлам Лайф, максимально подписывайтесь. Что Дихардарса. У нас платформа в основном на Инстаграм, через Ибрахима в Ютуб мы выходим. Максимально на Башлам 3.39 и Башлам.39 лайв для прямых эфиров. На эти два канала подпишитесь. Сега лайв и аха. Я кажется, только будут видеоролики о нашей истории, о более или менее наших проблемах, которые есть, касаемо образования, там, замужества и так далее. Всего, все, что, какие вопросы задают, на такие вопросы я отвечаю. Главное, чтобы они были в рамках дозволенного, само собой. Ибрахим, он просто он прямо PayPal или в Сбербанке, а через донейшн на Цойсум пришло. Просто там надо кое-что запомнить, но после эфира мы поговорим об этом. И перевести эти деньги тебе. Просто он там текст написал, Дерес хол первый донат с Ютуба поддержку Л. Да, савил. Хорошо, очень это главной страницы Буллар, Хаятсел, PayPal, Да. PayPal страница, она работает буквально сейчас в эфире, прямо один брат из Германии отправил тоже. PayPal работает, Сбер работает, просто я убрал оттуда только один. У меня был еще Kiwi, но Kiwi снимает огромный процент просто-напросто и выгодно. Есть Яндекс кошелек, но его мало кто использует. Еще PaySend, PayPal и Сберовские, они работают. У меня там все твои реквизиты заполнены. Там PayPal, Сбербанк и Donation. Хорошо, после эфира тогда кое-что делаем. Хорошо, давай, бюсте, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам.
Так вот, завершая сегодняшний эфир, я понимаю, что снова же мы ни от кого не убегаем, ни от кого не прячемся. Каждый, кто хочет поговорить, кто хочет пообщаться по истории, по всему остальному, показывая свое лицо, welcome, добро пожаловать, мы всегда рады для общения, для обсуждения каких-то наиболее не политических, я прошу вас понять, я не занимаюсь данной ситуацией в это время политическими какими-то действиями. Шун масана дересхил, масера бюстерлёв, пишите в директ, пишите обязательно. На эту страницу разницы нету. Ну, вообще там, где я печатаю посты, туда в директ скидывайте, если хотите пообщаться, что-то спросить, я обязательно помогу, сделаю все, что могу. Дальше будет круче, дальше будет интереснее. У нас есть новые поступления, будут новые карты, новые книги. Все интересное впереди. Не сильно обижайтесь и не пытайтесь, не думайте на донаты и так далее, тому подобное. Donation – это вещь добровольное пожертвование. Кто хочет, помогает, кто нет, ничего тут постыдного нет. Масера Марниш Кобал Дуэль, Дал Эту Буэль, Донаты Этинчин Дал Сауэль, Бюстей Калиогил. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами был ваш брат Башлам на канале Башлам 39 Лайф. Вот следующий эфир мы постараемся сделать завтра. Адикюн.